Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и ближайшие полчаса о главных событиях дня. Увековечили память Габдулле Тукаю. У нас есть теперь такой памятник. Я рассказываю дочке, что есть такой великий поэт Габдулла Тукай. В Тукаевском районе открыли памятник великому татарскому поэту и писателю. Подробности в сюжете Гульнары Минихановой. 510 миллионов рублей на развитие малых городов и исторических поселений. Татарстан является ежегодно лидером как по количеству победивших заявок, так и по общей сумме федерального гранта, полученного регионом. 6 татарстанских муниципалитетов стали победителями всероссийского конкурса. Какие парки и города благоустроят на эти средства, выяснила Юлия Гоголева. Не нужно будет ездить в Елабугу, а вместо 10 машин будет работать одна. Необходимость данной мусороперегрузочной станции, она вызвана тем, чтобы избежать роста транспортных затрат. В Татарстане открылась первая мусороперезагрузочная станция. О реализации мусорной реформы расскажет Алия Хайрудинова. Больше сил, больше возможностей. Нашему предприятию требуются квалифицированные специалисты. Казанское предприятие «Точмаш» проходит модернизацию. Какие возможности ждут тех, кто готов работать на оборудовании мирового уровня, увидел Рамиль Шайдулин. Сегодня в поселке Новый Тукаевского района открыли памятник Габдулле Тукаю. Район уже 46 лет носит имя великого татарского поэта. Скульптуру установили перед Домом культуры. По словам местных руководителей, теперь площадь станет центром проведения главных мероприятий не только поселка, но и Тукаевского района. Поздравить жителей поселка в преддверии Дня Республики приехал председатель комиссии по родным языкам при президенте Татарстана Марат Ахметов. Он призвал жителей беречь культурное наследие, знать родной язык и чтить традиции. На мероприятии побывала и Гульнара Миниханова. Они наизусть читают строки Тукая в окружении персонажей из его сказок. Вот Былтыр пытается забить щепу в бревно, за его работой следит Шурале. Не как у всех, а он по-своему рассказывает там, пишет по-своему. Очень интересные. Буду братишку учить. Я очень рада, что у нас открыли такой парк, то, что у нас есть теперь такой памятник. Я рассказываю дочке, что есть такой великий поэт Габдулла Тукай. Это первый памятник поэту в районе, который носит его имя уже 46 лет. Монумент изготовил казанский скульптор Халид Мингалиев. Высота вместе с постаментом составляет 4 метра 60 сантиметров. Это сравнимо с казанским памятником в сквере Тукая. Поэт здесь такой же, молодой и с книгой в руках. О значимости события говорит и приезд на церемонию Марата Ахметова. Он был приятно удивлен, что в сельском районе появился памятник столичного масштаба. Наконец-то в Тукаевском районе, который именно носит имя нашего великого поэта Габдуллы Тукая, наконец-то появился памятник. Красивый, очень изящный такой памятник, очень востребованный, кстати, в очень хорошем месте. В поселке Новый огромная такая работа проведена и в спортивном плане, и в области культуры, плюс еще отдыха. В 1972 году в Тукаевском районе появился поселок Новый. Главной задачей было обеспечить продуктами сельского хозяйства набережные Челны. Здесь широко развивалось земледелие, овощеводство и животноводство. А сегодня поселок стал центром культурного притяжения. Памятник расположился перед местным домом культуры. О его сохранении и развитии татарского языка Марат Ахметов говорил сегодня с жителями села. Имя татарского поэта увековечено сегодня во многих селах Тукаевского района. Улица Тукая есть в Битьках, Круглом поле, в поселках Новый, Суровка, селах Тлянчи-Тамак и Большая Шильна. 72% населения района – татары. Многие родители выбирают обучение детей на родном языке. Что касается национального образования, во всех школах родители наши изъявили желание, это в основном семьи татары. Мы открываем татарские классы. В этом году в школах, где идет обучение на русском языке, в 3 школах мы открываем первый класс на татарским языком обучения. Это Новотроицк,
Вот, Шильный-Баш и поселок Новый. Теперь памятник Тукаю буквально станет центром культурной жизни района. На этой площади в апреле масштабно отметят день рождения поэта, день родного языка. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Тукаевский район. Проще снести школу, чем провести капитальный ремонт. Таковы итоги независимой экспертизы по Тураевской школе в Менделеевском районе. Об этом жителям села сообщили на встрече с руководством района. Эта история началась год назад. Здание, построенное в 1996 году, признали аварийным. Родители просили провести здесь капитальный ремонт и оставить детей учиться. Тураевская школа с углубленным изучением татарского языка. Родители обеспокоены тем, что теперь дети не смогут учиться на родном языке. Им на выбор предлагают другие учебные заведения района. Встреча шла 2 часа. Здесь обсудили варианты решения проблемы. На сегодняшний день принято решение не о закрытии школы вообще, как о закрытии юридического лица, а именно о закрытии учебного процесса в связи с тем, что в этом здании нельзя обучаться. Уже предложили варианты для наших родителей, где могут обучаться, продолжить обучение их дети. Это близлежащая национальная школа, где обучение проводится на татарском языке, село Псеево, Псеевская средняя общеобразовательная школа, в 15 километрах отсюда. Ну и есть вариант, конечно, и Ижовская средняя школа. Ижовская школа в 5 километрах от Тураева, и она с русским языком обучения. Руководство района предлагает открыть здесь 2-ю смену с обучением на родном языке. Ближайшая татарская школа находится в селе Псеево в 15 километрах. Детей туда предлагают возить на школьном автобусе. Однако родителей такие варианты не устраивают. К единому мнению пока прийти не удалось. 500 миллиарда рублей получат 6 малых городов Татарстана. Они выиграли всероссийский конкурс по благоустройству территорий. Это Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Заинск, Лаишево и Болгар. Каждый подавал заявки на гранты несколько лет, и вот победа одержана. Их выбрали из 300 участников со всей России. Призовые получат в начале следующего года. На что их потратят и как изменится облик малых городов, выяснила Юлия Гоголева. 95 миллионов рублей из федерального бюджета получит Зеленодольск. Победа во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений для муниципалитета долгожданная. На эти деньги здесь приведут в порядок парк Алтын, связующее звено старой и новой частей города. На сегодня у территории есть несколько проблем. Отсутствует инфраструктура для отдыха и занятий спортом. На территории входной группы находится танк, который по согласованию с жителями есть решение перенести и сделать на этом месте мемориальный комплекс. Пока прямо через лесопарковую зону проходит автомобильный транзит, который тоже мы исключим, предоставив другую возможность. Елабуга в конкурсе также получит 95 миллионов. Их потратят на реконструкцию знаменитых шишкинских прудов. Они строились в 18-19 веках. Собираются решить проблему с затопляемостью территории во время паводка. Пешеходную зону сделают доступной для маломобильных жителей. Появятся и новые творческие пространства и кафе. Здесь родники и мелиоративные работы нам надо будет проводить. И в последующем мы, конечно, хотим, чтобы здесь были объекты, которые непосредственно будут работать на население. Это и баня вдоль Тоймы, и кафе. Планирует разбить тот исторический сад на Шишкинских прудах, который существовал. В Лениногорске на 95 миллионов создадут спортивный кластер на каскаде Верхних прудов. В Заинске 85 миллионов потратят на парк Молодежный. В поселке Семрук Лаишево на 70 миллионов облагородят Белые горы. В Болгаре приведут в порядок социально-культурный центр. И за время участия в конкурсе все наконец-то поняли, что он вообще не про благоустройство. Он не про брусчатку, он не про свет, он вообще не про даже... Не про стройку совсем. Даже это заметно по составу заявки, потому что архитектурный раздел там занимает всего лишь 1/5. А все остальное – это экономические показатели, экономические эффекты, социальные показатели, социальные эффекты и изменение, корректировка стратегии развития как самого города, так и сети общественных пространств. За 4 года, что проходит конкурс, победу в нем одержали 38 татарстанских городов. На благоустройство общественных пространств и территорий республика получила более 2,5 миллиардов рублей. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Татарстан.
В Татарстане резко выросло количество госпитализированных с ковид. За сутки на больничные койки попали 86 человек, накануне было 54. И сегодня в статистике есть умершие, скончался один пациент с диагнозом ковид. Новых случаев заболевания за день 131, за сутки привились 4500 татарстанцев. 8-летнему мальчику стало плохо после посещения кафе, сообщил сегодня Следственный комитет. Все произошло в поселке Васильево Зеленодольского района. Ребенок и его мама после еды почувствовали недомогание. Позже у мальчика диагностировали инфекционное заболевание. Следком начал доследственную проверку инцидента. Уже по итогам будет принято решение. Чем отличается школьная столовая от школьного ресторана и как выстроить эффективную систему детского питания? Сегодня члены Общественной палаты страны посетили 146-й Казанский лицей. На примере этого учебного заведения эксперты изучили положительный опыт организации школьного питания. Здесь первыми в России в 2013 году создали ресторан, работающий по принципу шведского стола. Гости попробовали блюда и пообщались с родителями и педагогами. Опыт лицея перенимают и другие школы. С начала нового учебного года в учебных заведениях города будут работать 144 ресторана. Это 78% от общего числа столовых. Мы приняли решение совместно с детьми, со старшеклассниками, что они будут есть горячее питание при условии, что они будут комплекс выбирать. Поэтому и была создана уникальная логистика под названием «Школьный ресторан». 1500 человек накормить в стандартном здании школы, когда все дети получают практически одинаково и калорийную, и питательную пищу, и делают это не сразу одновременно, а поочередно. И это, наверное, уникальное учреждение, оно может являться эталоном для многих. И сегодня общественники оценили работу транспортного комплекса Казани. Соблюдение графика, чистота салонов, исправность оборудования и общение с пассажирами. Всего более 30 параметров. Эксперты посетили городской метрополитен, а также проехали на автобусах 43-го и 55-го маршрутов. Как отметили, где-то не работали кондиционеры, где-то были неисправны звуковые оповещатели. Перед тем, как отправиться в рейд, члены Общественной палаты России изучили ключевые проблемные моменты, о которых казанцы пишут в социальных сетях. По 43-му, по 55-му маршруту были социальные конфликты в транспорте, если посмотреть средства массовой информации. Там и речь про некачественное обслуживание со стороны кондуктора, в частности, там были конфликты, в том числе с детьми, когда высаживали детей. Но вот по каждой истории, за каждым маршрутом есть ссылка в соцсети, либо обращение граждан. В новый учебный год по новым дорогам. Сегодня на совещании в мэрии Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил коммунальщикам и дорожным строителям к 1 сентября завершить реконструкцию внутридворовых и центральных дорог. Сейчас масштабные работы ведутся на 5 улицах города. Продолжается и программа «Наш двор». В этом году благоустроить 119 дворовых территорий на сумму 1 миллиард 870 миллионов рублей. Сейчас план выполнен на 88%. В Татарстане сегодня открылась новая мусороперегрузочная станция. Расположилась она в Мамадышском районе, будет обслуживать 40 тысяч жителей. Это решение экологических вопросов. Местный полигон давно заполнен, а впоследствии поможет снижать тарифы на вывоз мусора. Как изменится жизнь жителей Мамадыша и почему одна станция всего лишь капля в море мусора, расскажет Алия Хайрудинова. Пока здесь почти стерильно и совсем нет запаха. Первые мусоровозы заедут на станцию в сентябре. Еще один большой шаг к реализации мусорной реформы сделан. Все машины заезжают сюда, все мусоровозы. Эта станция будет обслуживать Мамадышский район. Здесь в 28 сельских поселениях живут 40 тысяч человек. С каждого в год по 400 килограммов отходов. Это и есть тот самый полигон, куда свозили весь мусор Мамадышского района. Свою мощность он исчерпал еще в 2015 году. И с тех самых пор мусоровозам приходилось ездить в Елабужский район. А это 50 километров туда и обратно. Так ездили 10 машин. Теперь они будут доезжать только до перегрузочной станции. Здесь установлены эстакады для взвешивания. После отходы будут сгружать в 2 контейнера большой емкости, а крупногабаритные отходы измельчать на автоматических установках. Затем контейнеры будут отправлять на тот же полигон Елабуги уже одним большегрузом. Строительство этой мусороперегрузочной станции позволит скорректировать маршруты наших мусоровозов и удовлетворить потребности некоторых жителей районов в части
частоты вывоза отходов. То есть мы станем вывозить их чаще, это будет доступно. Если раньше мусор из сел вывозили дважды в неделю, теперь мусоровозы будут приезжать 4 раза. Касается это и самых отдаленных сельских поселений. Действительно, раньше у нас очень было много несанкционированных свалок. Везде сбрасывали бы мусор во всех, оврагах. Это для нас была очень большая проблема. Мы всячески боролись с ними и штрафовали. Перегрузочные станции – это, конечно, большой шаг вперед. Потому что мусор будут возить, я думаю, и дальше будут и сортировать, и перерабатывать, и мусоросжигающие. Потому что мусорная реформа, которая затеяна, она необратима. Основное предназначение мусороперегрузочных станций – сдерживание тарифов за счет оптимизации транспортных затрат. Однако одна станция ощутимых изменений не даст, уверен председатель Госкомитета по тарифам. Одна станция, как видите, такая достаточно не очень большая, рассчитана только на один город. Мамадыш навряд ли станет каким-то сдерживающим моментом в целом по тарифам в Республике Татарстан. Но одной станции в Татарстане не ограничится. Регоператор Восточной зоны до конца года построит еще 3 – в Актаныше, Агрызе, Нурлате. Пока собранный на станциях мусор будут выгружать на муниципальных полигонах. Такой будет схема до запуска 2 мусоросортировочных комплексов в Елабужском и Лениногорском районах. Тогда отходы начнут свозить туда. Комплексы будут обрабатывать все 100% отходов Восточной зоны Татарстана. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Мамадышский район. Большая часть казанских родителей считают, современная школа лучше всего развивает память, а хуже всего критическое мышление и практические навыки. В чем слабая сторона школьной программы, читайте в исследовании интернет-газеты «Реальное время». Сразу 2 объекта после масштабного обновления Алексей Песошин открыл сегодня в Заинске. Детский сад «Светлячок» был построен еще в 1970 году. За полвека это первый капитальный ремонт. Премьер республики оценил выполненные работы. Здесь заменили системное отопление, инженерные сети, кровлю и канализацию, выполнили внутреннюю отделку, установили новую мебель и оборудование, благоустроили территорию. Обновленное здание может принять 150 малышей. Давайте здороваемся. Здесь у нас малыши. Только набрали. Да, с ними работает Гузеля Насовна, педагог с первой категории. Второй объект – отдел полиции. Он построен в 1972 году. 5 лет назад Рустам Миниханов принял решение о выделении денежных средств на его реконструкцию. Вместо одноэтажной части спортзала возвели 3-этажное здание, оборудовали прогулочный двор и полностью обновили административный объект. Площадь помещений увеличилась в 2,5 раза. Теперь в комфортных условиях здесь начинают работать сотрудники всех районных подразделений. Это важное событие не только для коллектива, но и для жителей района в целом. От того, насколько людям здесь будет удобно, насколько доброжелательно и профессионально будет вестись прием их обращений, зависит уровень их доверия к полиции. В текущем году на территории района не осталось ни одного нераскрытого убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и других тяжких преступлений. Жители района должны быть уверены в своей безопасности. Сегодня в Казани подвели итоги Республиканского форума социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение 1,5 месяца в городах Татарстана проходили заседания, круглые столы и конференции. Участниками стали 1500 человек. Это руководители НКО, представители общественных организаций, бизнес-сообществ, активисты, а также эксперты Общественной палаты страны. По итогам дискуссии выработано больше 130 предложений. Как отметил Фарид Мухаммедшин, активная работа НКО в республике позволяет поддерживать непрерывную связь между обществом и властью, оперативно реагировать на новые вызовы времени. Правильная, целенаправленная работа с небезразличными людьми, с активом нашей республики. Для кого органы власти нужны? Для всех. Принимаемые решения, обсуждаемые вопросы, советы с вами на первичном этапе, получение обратной связи от народа, ради которого мы существуем. Встреча прошла в преддверии масштабного форума Общественной палаты России «Сообщество», который начнет работу завтра. Он будет посвящен многообразию культур и единству граждан. Татарстан в этой сфере является одним из успешных примеров для всей страны, отметили участники. Уже 2-й год наша республика входит в топ-3 рейтинга страны по уровню и качеству развития НКО. Сегодня в Татарстане насчитывается больше 6000 их представителей. Поддерживаются все социально значимые проекты. Продолжается прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций. Общий размер – 106 миллионов рублей.
мы сделали шаг очень серьезный для того, чтобы грантовая помощь была не просто доступна, еще удобно, комфортно, потому что разные ведомства, разные правила, разное время, при этом грантовые суммы небольшие. Вот. И поэтому, конечно, вот сегодня до 28 августа прием заявок еще продолжается. Благодаря тому, что консолидирована была сумма всех ведомств, 53 миллиона, ровно столько же мы получили софинансирование от Федерации. У вас место почетное очень даже, и понятно, что это не зря, что у вас действительно и НКО много, очень самых разных, как нам сейчас рассказали, во всех сферах работающих, очень активных, и очень значительная поддержка органов власти. Очень здорово и ценно, что у вас это не только на уровне региона, а на уровне отдельных там районов, муниципалитетов. Казанский завод точного машиностроения объявил набор новых сотрудников. С прошлого года на предприятии идет масштабная модернизация, появляются современные станки, для работы на которых нужны сотрудники с новыми компетенциями. Также необходимы высококвалифицированные слесари, наладчики, операторы, контролеры ОТК. Тех, у кого нет опыта, обучат здесь же, на предприятии. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Выточить одну такую деталь без преувеличения – ювелирная работа. Но на заводе «Точмаш» в таких случаях полагаются на точность машины. В сутки здесь производят сотни таких деталей и еще тысячи других. Все происходит в автоматическом режиме. Остается контролировать оператору, наладчику, менять инструмент и... Вот и все. Артем Шарафуддинов – тот, кто создает эти детали в цифре. Это он вбивает нужный алгоритм в станок с числовым программным управлением. Остается только контролировать процесс. Следить за частотой, чтобы оборудование было исправно, вот, и чтобы непрерывно давало детали. А вот Ринат Аухадеев пока делает детали попроще. На предприятии он всего месяц. Однако парень, признается, уже научился многому. За ним сразу закрепили наставников. По любым вопросам я обращаюсь к ним, если сам не знаю. Они мне помогают. Никогда не отказывает в помощи станочница Айгуль Князева. За 2,5 года стала опытным сотрудником. Коллектив дружный, слава богу. Мне очень нравится здесь работать. Есть те, кто собирается на пенсию. Чтобы предприятие не сбавляло темпов, на их место должны приходить другие. Прямо сейчас предприятие проходит модернизацию и добавляется новое оборудование. Но для новых станков нужны и новые компетенции, поэтому здесь ждут и специалистов, желающих работать инструментами мирового уровня. Нашему предприятию требуются квалифицированные специалисты, слесаря, наладчики, операторы, станочники. Предприятие открыто даже для людей без опыта. Сначала они пройдут стажировку, в это время будут платить фиксированную выплату. Потом гарантированное трудоустройство. Предусмотрен соцпакет, иногородним предоставляют жилье. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Автопробег навстречу столетию «Динамо» стартовал сегодня с площади под Казанским Кремлем. За 3 дня участники посетят Йошкар-Олу, Чебоксары, Ульяновск, Самару и вернутся в Казань. Все они представители региональных организаций спортивного общества в ПФО. У «Динамо» 82 филиала практически во всех регионах страны. В Татарстане его возглавляет Азгат Сафаров. «Динамо» – старейшее спортивное общество России. В том, что спустя век они такие же активные и энергичные, убедилась Ирина Сахапова. Площадь тысячелетия. Несмотря на раннее утро, юные динамовцы из казанской команды хоккея на траве уже в полном составе. Сегодня они встречают и провожают в путь участников автопробега навстречу столетию «Динамо». Мы сегодня тут собрались, чтобы поддержать наших динамовцев, пожелать им удачи и хорошей дороги. А вот и экипаж автопробега. Легковые машины, «Газель» и мотобайк. Все украшены логотипом спортивного общества со столетней историей. В автопробеге 11 динамовцев из региональных организаций. В маршруте трехдневного путешествия 5 городов Приволжского округа. Йошкар-Ола, Чебоксары, Ульяновск, Самара и Казань. Я представляю Центральный федеральный округ, но тем не менее откликнулся и приехал, чтобы поддержать наших коллег динамовцев. Хотим увековечить в памяти не только нас, а всех
жителей нашей необъятной страны, столетия нашего великого общества. В каждом городе участников ждет своя программа. В Йошкар-Оле посетят спортивную арену и встретятся с юными динамовцами. В Чебоксарах с ветеранами общества. У нас в Ульяновске ожидается программа следующего характера. Это посещение экскурсионное ленинских мест и возложение цветов к монументу славы. Здесь и патриотическое воспитание, здесь ознакомительная часть, потому что люди приезжают с других регионов, они должны познакомиться, посмотреть, чем славится наш город Ульяновск. «Динамо» – одно из ведущих всероссийских спортивных обществ. В апреле следующего года оно отметит столетний юбилей. За эти годы под бело-голубыми знаменами выросло не одно поколение олимпийских чемпионов. Свою лепту в летопись блестящих побед вносит и татарстанское отделение. Его возглавляет Азгат Сафаров. На последней летней Олимпиаде в Токио татарстанские динамовские спортсмены завоевали 6 медалей. Сегодня общество «Динамо» – это 11 видов спорта, от стрельбы до хоккея на траве. В следующем году Татарстан выбран местом проведения всероссийских динамовских игр. Даже погода сегодня радуется тому, что в дальний путь мы выезжаем. От этого только на душе радостнее. Мы хотели бы, чтобы о том, что 100 лет будет этому великому, не постесняясь этого слова, обществу «Динамо», как можно больше людей, чтобы они вместе с нами радовались достижениям нашего общества «Динамо», чтобы они вместе с нами праздновали это событие. Кто пожелает, любой может остановиться, может сфотографироваться. Бело-синяя колонна со знаменем проездит больше 1000 километров. В Казань они вернутся 26 августа. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. В завершении программы предлагаем заглянуть в яблоневый сад. Эх, яблочко, куда ж ты котишься? Ко мне в рот попадешь, не воротишься. Ко мне в рот попадешь, не воротишься. Эх, яблочко, катись по бережку. Раскупил товар, давай денежку. Раскупил товар, давай денежку. На этом наш выпуск завершен. Далее рубрика «Смысл» с Зуфаром Давлетшиным и прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте. День флага России отметили накануне. Бело-синий-красный стяг стал государственным символом страны еще при Петре I и возродился в 1991 году после попытки августовского военного переворота путча. День флага – хороший повод поговорить о патриотизме. Весной 2014 года, когда в Россию вернулся Крым, наша команда была там. И когда мы ехали по Симферополю, по Севастополю, видели, что практически на каждом балконе, из каждого окна висел флаг России. И здесь уже не нужны были никакие слова, все было понятно. Там ждали этого дня. Севастополь все время был российским, даже когда был украинским. Могу уверенно об этом говорить, потому что часто бываю там. Там все время говорили на русском, всегда были патриотами страны, которая неоднократно отбивала Крым от врагов. Видимо, с генами все это впиталось. Но вот почему-то в центре России в последние годы можно наблюдать за тем, что как-то стыдно стало некоторым быть патриотом. Модно стало быть оппозиционером. Именно модно. Потому что большинство так называемых оппозиционеров просто равнодушные люди. Им вообще наплевать, что делается в стране, со страной, если же, конечно, это не касается лично их. Патриотизм, если верить словарям, произошло от греческого слова «отечество». Отечество, отчество – не просто созвучные слова. Это от слова «отец», то есть «родитель». И у этого слова, как у слов «род», «родина», тоже один корень. К родителям, как и к стране, можно, конечно, относиться по-разному. Но жить и тихо ненавидеть, вредить своему роду, своей родине, но это как минимум непорядочно. И в этом смысле честнее те, кто покинул родину. Патриотизму нужно учить. Первоклассники, например, еще не совсем понимают, что такое эта страна, где они живут. Октябрят, пионеров, комсомолов уже нет давно, а это были полезные патриотические организации. И думаю, очень правильно, что вот в этом году с 1 сентября в школах будут поднимать флаг, исполнять гимн, изучать государственные символы и проводить уроки с названием «Разговоры о важном». А патриотизм, гордость за свою страну – это важно. Я вырос, как и многие из нас, наверное, в сильной стране, но за нее мне было стыдно в 90-е годы. Когда остановились заводы, не было денег на зарплату учителям, врачам, шахтерам. Практически уничтоженной оказалась армия. Когда нас кормили так называемыми ножками Буша,
американскими куриными окорочками. Сейчас стыдно об этом вспоминать. Сегодня мы снова живем в сильной стране, которая способна обеспечить себя, защитить и себя, и других. В свое время за помощью к России обратились жители Абхазии, потом Южной Осетии. Сейчас это независимые республики и находятся под защитой России. И сегодня россияне помогают соседям жить так, как им хочется. И жители нашей республики не остаются в стороне. Друзья, собратья, татарстанцы, бок о бок воюю с нашими земляками на территории противника, как бы не перевести войну в нашу страну. Дорогие друзья, призываю не сидеть на печах дома. Война просто так не победить войну. Призываю вас сюда, на передовую. Дуслар, без алда, без булдрабыз. Это была рубрика «Смыслы» и Зуфар Давлетшин. Всего доброго. Татарстанда 10 ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время, безнен заман». 30 августа в 13:30. Площадь перед театром Камала. Здравствуйте! Малоподвижный обширный антициклон продолжает формировать погоду в Татарстане, и новости о погоде мало чем отличаются от предыдущих. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево воздух раскален, осадков не наблюдается, плюс 31. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до 32 тепла. Середина недели заставляет нас вновь потеть, но не от работы, а от поиска прохладной тени в такую жаркую погоду. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо безоблачно, солнце яркое, температура высокая. Ночная температура тоже очень высокая, плюс 16. В Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Столбики термометров превышают 30-градусную отметку. Безветренно и очень сухо. В Болгаре, в Држаном-Буинске аналогичная картина. На небе не облачко. Температура очень высокая для этих дней августа. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше сохраняется жаркая погода без осадков. Температурный фон в Татарстане на 5-7 градусов превышает многолетние значения. В ближайшие дни послабления жары не ожидается. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк», «Новые горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк», «Новые горки». 2 677 677. В Казани ясная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью плюс 17, а днем 32 градуса выше нуля. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Магнитное поле Земли спокойное. Напоминаем, что в Татарстане сохраняется чрезвычайная пожароопасная ситуация. Будьте осторожны при обращении с огнем. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.